В Якутске открывает свои двери исторический парк «Россия. Моя история». Получается, с марта, 1 марта мы начали расчищать поляну, свайное поле. И 6 марта была забита первая свая. Вот всего 440 свай было установлено. Понятно, у нас все здания строятся на сваях, да? Мы планировали строительно-монтажные работы завершить 31 августа. А вот пусконаладка, это, значит, кабельные системы, оборудование, тестирование, проверка и так далее. Да, всех. Это же очень сложный объект. Оно вот у нас продлилось, получается, чуть больше месяца. Этот парк является частью федерального проекта, курируемого Фондом гуманитарных проектов. Аналогичные парки уже действуют в Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Уфе, а в общей сложности откроются в 25 регионах России. Конечно, здесь была большая стройка, и то, что вот фактически с марта по октябрь проделана эта колоссальная работа, это большая заслуга той команды, которая в Якутии реализовывала этот проект. Нужно говорить о том, что каждый исторический парк в каждом городе, он самостоятелен, да? У нас нет филиалов, у нас есть единые стандарты, которые мы совместно формулируем со всеми историческими парками, которые входят, условно назовем это вот в эту нашу сеть. Здесь базовая технология – это технология проекционного мэппинга и создание интерактивных инсталляций, когда ты можешь либо управлять ими и таким образом использовать игровой момент. У нас он представлен в виде цифровых реконструкций древнейших крепостей Руси, в виде цифровых реконструкций крупнейших сражений различных эпох. Либо это технология так называемых сенсорных киосков, когда ты можешь фактически неограниченное количество раз погружаться в историю того или иного вопроса, потому что технология сенсорных киосков, которая в обилии представлена здесь, позволяет по слоям укладывать информацию. Если посетитель исторического парка сам определяет уровень погружения, и это тоже очень здорово, потому что все люди разные, и тем, кому более это интересно, могут углубиться, тем, кто хочет понять основную канву, исторический парк предоставляет и такую возможность. Уникальный продукт, который есть в историческом парке, это, конечно, короткометражные ролики, которые рассказывают о разных процессах, связанных с становлением развития нашей государственности, начиная от роли торговых путей в древнейшую эпоху и заканчивая причинами потрясений 1917 года. Эти короткие ролики, очень информативные, можно увидеть только здесь, в историческом парке в Якутске, поэтому приглашаем всех посетить это уникальное место. В историческом парке представлены 4 мультимедийные выставки: подвиги князей, воинов и дипломатов, история быта, роль древних торговых путей и мультимедийные реконструкции легендарных сражений. В мультимедийной выставке «Романовы» освещаются грандиозные свершения и трагические события, которые пережила наша страна за 300 лет правления последней правящей династии нашего Отечества. От великих потрясений к великой победе можно понять истинные причины революции в России, ответить на вопросы, как случилось, что власть и народ допустили подобное, и как избежать повторения трагических событий. 4-я мультимедийная выставка «От победы в Великой Отечественной войне до 2016 года» посвящена периоду, участниками которого были большинство из нас. Что представлял собой Советский Союз, чем стал для нашей страны и для всего мира развал этой великой державы, и каковы причины этого крушения. Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о перестройке? Кроме того, в рамках регионального контента представлено тесное переплетение истории России и летописи Якутии посредством видеопроекционных коллажей, рассказывающих о многовековой истории якутского народа. Мультимедийные книги расскажут о символах Якутии, о Якутии как о форпосте освоения Дальнего Востока, о Баланхо и о многом другом. В целом я считаю, что вот такие проекты, которые мы сегодня видим, они очень нужны, потому что они, по-настоящему, что ли, учат искреннему такому патриотизму, а не тому казенному патриотизму, крикливому, такому шумному и так далее, бьющему себя в грудь, который мы часто видим сейчас. А нам надо, чтобы люди просто проникали своим патриотизмом, зная историю, зная и гордясь своей историей.
Исторический парк в городе Якутске стал 6-м по счету в России после Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Ставрополя и Волгограда. То есть стал первым историческим парком в восточной части нашей страны. Экспозиция исторического парка с момента его открытия посетила более 100 тысяч человек. Это только по билетам. Нам нравится исторический парк, и всем рекомендуем ее посетить. Вы много узнаете, и ваш кругозор расширится. Здесь очень интересная экспозиция. Много всего хорошего, интересного, волнующего, захватывающего. Тут, конечно, простор, и для меня поле непаханное познавать и узнавать. Раньше-то, конечно, учили это дело. И сейчас вообще наглядно, в общем плане хорошо сделано. Тем самым, вот рассматривая картину, я расширяю свое мировоззрение. Ну, сюда надо приходить почаще. Вообще отлично, супер. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз про это услышать. Музей вообще шикарен. Я думаю, что парк будет еще дальше развиваться, и его значение в жизни нашего города и республики в целом будет только возрастать. И вокруг себя пам, раз стоим и друг другу поклонились. Вот так. Сегодня особая атмосфера, и вообще мультимедийный исторический парк создает эту атмосферу. Когда человек сюда приходит, он становится другим. Позвольте от имени парламента Республики Саха-Якутия поздравить всех нас, особенно коллектив директора Дмитрия Ивановича, с такой прекрасной датой. Парк дает высокие результаты. За это еще позвольте еще раз поблагодарить коллектив и Дмитрия Ивановича за ту работу, которую они делают, и я надеюсь, с таким же энтузиазмом будут делать в будущем. Поздравляю весь коллектив с этой знаменательной датой. Хочу пожелать вам всяческих успехов во благо патриотического, во благо духовного развития наших сограждан. И пусть этот путь, который вы со старта взяли такую хорошую планку, уже более 100 тысяч, я думаю, что эта динамика будет еще более развиваться. Пусть не зарастет народная тропа вашему парку. Год это много или мало? Ну, как Дмитрий Иванович сказал, почти очень много. Но впереди еще больше сделать. И я очень рад, что все хорошо получается. И это новая в истории Российской Федерации экскурс «Музейное дело». Это новые вдохновения, это новая энергия, это новый шаг. Я очень рад, что наш музей один из лучших среди десятки. Во-первых, хочется поздравить исторический парк города Якутска с таким первым юбилеем, 1 год работы. Это был очень напряженный и волнительный год, уверен, для всего коллектива исторического парка, потому что это было новое дело, к которому всегда очень сложно и боязливо подступаться, но коллектив грыз гранит
этой новой неизвестной науки и абсолютно справился с этим. Конечно, за прошедший год коллектив исторического парка во главе с Дмитрием Ивановичем нас порадовал многими интересными форматами в дополнение к тем мультимедийным экспозициям, которые сформированы. Это и работа со школьниками, это и фестиваль науки, это и выставки с Российским географическим обществом. Мы надеемся, что это только начало, и у небольшого, но профессионального коллектива исторического парка большое будущее.